Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе. Шведские резервисты укрепляют обороноспособность острова Готланд в Балтийском море. Хоть бы водички перед смертью напиться. Жизнь на линии фронта на востоке Украины. И правнук Уинстона Черчилля о войне, мире и сильных лидерах. Начинаем с новостей из Праги. Шахида? События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Мы начинаем выпуск новостей из Украины. Поселок Донецк-Северный находится в 5 километрах от центра Донецка. Боевые позиции обеих сторон в километре друг от друга. Выезжать из поселка крайне тяжело, и спасаются местные жители в основном благодаря гуманитарной помощи. С волонтерами чешской благотворительной организации People in Need ездила наш корреспондент Екатерина Малафеева. Пока волонтеры разгружали воду и оформляли документы, начался артобстрел. Раздача воды была прекращена, а жителей попросили разойтись по домам. Ребята, расходитесь, я говорю, мы будем подходить дома. Поселок Донецк-Северный находится, как говорится, между двух огней. Позиции сепаратистов и украинской армии расположены в километре от поселка, и обстрелы уже давно стали нормой для жителей. Для нас это ничего нового. Там украинские войска, вооруженные силы. Спартак, так называемые ополченцы. Вот РЭД, вот и на станция Донецк-Северный. Все в военных действиях. Они отсюда стреляют, а мы здесь заложники ситуации. Несмотря на обстрел, люди не спешили расходиться по домам и ждали такую необходимую им питьевую воду. В поселке нет электричества, газа и воды уже полгода. Работает только один магазин, но цены в нем слишком высокие, поэтому жители ездят в город, чтобы приобрести продукты. Если получим пенсию, поедем, хоть мясо себе купим какое-то, или курятину, или какую-то говядину, свининки приготовим. А в основном макароны, крупы. Несмотря на все это, уезжать люди не собираются. Так же многие люди. Это так нельзя. Нельзя выехать. Не уеду. А куда мне уезжать? Мне некуда уезжать. Я живу здесь, получила квартиру, живу здесь. Я получила ее, как говорится, как надо, от железной дороги. Железную дорогу разбили. Спасают их волонтеры, которые пока еще могут добраться до этих районов. Они не уезжают, они не живут, они не бросают свои дома. А мы как бы берем на себя ответственность в том, что мы их не бросим. И наша задача, в первую очередь, в любой ситуации, если люди остались, дать им какую-то помощь. Под звуки обстрелов, которые сопровождали наш разговор, один из жителей поселка рассказал о том, что надеяться им не на кого, и принимать надо ситуацию такой, какая она есть. Ну, в целом-то жизнь прекрасна, удивительно. И все. Без юмора выживать невозможно. Проникая в повседневную жизнь, война разрывает семейные узы, разлучает родственников и друзей. Российский режиссер украинского происхождения Евгений Лесной снял документальный фильм под названием «Кто нас развел?». О фильме рассказывает Александр Касаткин. 6 историй, 12 главных героев, 60 минут эфирного времени. Автор фильма Евгений Лесной не выдумал ничего. Все сюжеты преподнесла ему сама жизнь. Почему близкие родственники, друзья детства, люди, знавшие друг друга всю жизнь, вдруг перестали разговаривать друг с другом, слышать друг друга, понимать друг друга? Все поменялось буквально в одночасье, в конце 2013 года. Пока Тимур в Москве следил за новостями в Украине, его младший брат становился участником тех самых новостей. Сам Евгений тоже в какой-то степени является героем собственного фильма. Он уже больше года не общался со своим двоюродным братом. Причиной тому разный взгляд на события в Украине. Ни он, ни я как-то не звонили друг другу. Я со своей стороны четко могу сказать, почему я не звонил, потому что изначально, понимая его позицию, я не очень хотел бы слышать те слова, которые он бы мне мог сказать. Новый эпизод фильма, новые персонажи, причины все те же. Непонимание друг друга, нежелание общаться и слепая вера во все то, что они видят и слышат с экранов своих телевизоров. С той стороны рубят, очень дико рубят, а с этой стороны тут даже и разговоров нет. Мы за Киселевым с Соловьевым поступили с братьями, сестрами, племянниками, дядями, тетями и так далее. Они нам гораздо ближе.
Урожденная жительница Херсонской области Галина Сергеевна Козлова буквально не отрывается от телевизора. Так, вот слухаем. Россия-24. Я ей сразу начал говорить: тетя Галя, вот то, что вам показывают по телевизору, вы просто не верьте. Еще одна героиня. 2 года назад искренне восхищавшаяся российским лидером, после крымских событий она уехала из родного Севастополя на запад Украины, чтобы ее сын вырос в безопасности. Папа так воспитал меня, вот он мне это привил, обостренное чувство справедливости, вот этот иммунитет против лжи. Можно говорить банальные вещи, если после просмотра фильма хотя бы одна семья восстановит свои отношения, то я буду считать, что это уже победа. Вот так вот. Режиссер фильма после премьеры испытывает сложные чувства. Как художник он, конечно, рад, что его произведение оказалось востребованным, но как гражданин он понимает, что лучше бы жизнь не давала поводов для подобных сюжетов. Александр Касаткин, Виктор Кулганек. Настоящее время. Немецкому депутату Карлу Георгу Вельману запретили въезд на территорию России. Его вынудили вернуться в Германию из московского аэропорта Шереметьево. В Берлине уже заявили официальный протест. Российские власти пока не комментируют происшедшее. Вельман известен своей критикой политики России по отношению к Украине. В московском аэровокзале немецкому политику так и не объяснили отказ, но вручили официальное уведомление. Я не мог понять, о чем шла речь на паспортном контроле. Все говорили по-русски, но справка о моем запрете на въезд была на английском языке. Правозащитные организации в России рискуют быть переведены в статус нежелательных. Депутат от ЛДПР Виталий Золочевский направил в Генпрокуратуру запрос с просьбой проверить деятельность российских филиалов фонда Carnegie, Transparency International, Human Rights Watch, Amnesty International, а также фонда Мемориал. Депутат утверждает, что международные правозащитные организации угрожают российскому конституционному строю и обороноспособности страны. Согласно закону о нежелательных организациях, подписанному Владимиром Путиным в субботу, власти могут запрещать на территории страны деятельность иностранных организаций, если им покажется, что те вредят России. Сами правозащитники считают, что у прокуратуры нет оснований признавать вышеупомянутые организации нежелательными. Однако директор Human Rights Watch Россия Татьяна Лакшина полагает, что новый закон может плохо отразиться на людях, которые находятся в контакте с нежелательными НКО. Кроме того, что закон дает властям возможность запрещать те или иные международные иностранные организации как нежелательные, закон далее позволяет властям применять санкции административные и даже уголовные к тем российским гражданам, которые вот с этими нежелательными организациями поддерживают отношения. Любые контакты с теми организациями иностранными, которые окажутся нежелательными, повлекут за собой для российских граждан печальные последствия, вплоть до посадки на 6 лет. Пополнился список организаций иностранных агентов. На этот раз под прицел попали 2 организации – Фонд «Династия» и «Либеральная миссия». Подробности у Наташи. Да, Шахида, основатель фонда «Династия» Дмитрий Зимин заявил, что он прекратит финансирование организации после того, как ее включили в реестр иностранных агентов. По его словам, он не намерен тратить собственные деньги под маркой неведомого ему иностранного государства, так же, как и судиться с Минюстом за право их тратить. При этом Евгений Ясин, основатель фонда «Либеральная миссия», также попавшего в список, сказал нашему корреспонденту Даниле Гальперовичу, что он как раз судиться будет, поскольку решение Минюста является несправедливым, а обвинения нелепыми. Сообщаю про деньги иностранные, ничего. Это я заявляю совершенно твердо и определенно. Мы не получали и не расходовали. В данном случае речь идет о том, что под каким-то, иностранным счетом имеется в виду средства, которые принадлежат российскому бизнесмену и одному из зачинателей нашего капитализма, господину Зимину, моему очень хорошему другу, единомышленнику. Но он русский. Американские новости. Ожидается, что Агентство по национальной безопасности США на этой неделе начнет сворачивание программы сбора данных о телефонных звонках американцев. Это связано с тем, что Конгрессу не удалось реформировать либо продлить эту некогда секретную программу, срок действия которой истекает 1 июня. Законодатели разъехались из Вашингтона на недельные каникулы, так и не приняв решение по этому вопросу. Тему продолжит Майкл Боуман. В субботу после полуночи сенаторы предприняли последнюю безуспешную попытку продлить масштабную программу сбора данных на 2 месяца.
Исход голосования шокировал лидера республиканского большинства Митча МакКоннелла. Это период повышенной угрозы. Все мы знаем, что сейчас происходит за рубежом. Мы знаем, какие попытки предпринимались здесь, в США. Коллеги, неужели мы действительно хотим, чтобы срок действия этого закона истек? Другой республиканец, сенатор Рэнд Пол, отвечает на этот вопрос решительным «да». Получается, что каждый американец находится под подозрением, ведь мы собираем данные на всех американцев. В истории государств наступает период, когда страх и самонадеянность приводят к тому, что полномочия властей нарастают, а свобода и право на частную жизнь ущемляются. Президент Обама считает, что данные о телефонных звонках должны быть доступны только телекоммуникационным компаниям, если у властей нет судебного ордера на их получение. Соответствующий законопроект был одобрен Палатой представителей, но отклонен в Сенате. Замешательство Конгресса по поводу программ слежения внутри страны демонстрирует, что Конгресс идет не в ногу с американской общественностью, считает демократ Патрик Лехи. Если спросить американцев, неважно в каком штате, хотят ли они, чтобы власти массово собирали данные обо всех их звонках, ответ будет, конечно, нет. Сенаторы вернутся с каникул на день раньше, чтобы еще раз попытаться принять закон об АНБ за оставшиеся до крайнего срока часы. Первый заместитель помощника госсекретаря Тодд Чапман вернулся из поездки в Казахстан и Узбекистан, где он встречался с руководством Министерства иностранных дел и обороны. Речь шла о развитии всестороннего военного сотрудничества. В частности, Узбекистан получит свыше 300 американских броневиков. США убеждены, что перед странами в регионе стоит общая угроза исламского экстремизма, будь то талибы в Афганистане или боевики самопровозглашенного исламского государства. Очень важно для всего этого региона, что мы можем откровенно обсуждать вопросы обеспечения безопасности. Для нас очень важно, чтобы наши партнеры в Центральноазиатском регионе могли продолжать развивать свои военные возможности, укреплять охрану границ. Мы сотрудничаем с ними по всем этим вопросам, начиная с борьбы с наркоторговлей. У нашего сотрудничества мирные цели. Мы хотим укреплять безопасность в этом регионе, и это не должно вызывать озабоченность и нервозность у других стран. Нервничают те, кто опасается агрессивных действий со стороны своих соседей. В ходе поездки я много слышал об этом. Существует и общая озабоченность, вызванная действиями России в отношении соседних государств. И мы продолжаем техасский дневник нашего корреспондента Александра Панова. В Хьюстоне он встретился с правнуком Уинстона Черчилля и поговорил с ним о войне, о мире и о том, нужны ли обществу сильные лидеры. Хьюстон – крупнейший южный город Соединенных Штатов. Жители этого мегаполиса разговаривают более чем на 90 языках. Здесь, в Техасе, нашел себе дом и жену. Англичанин в Хьюстоне, правнук сэра Уинстона Черчилля Джонатан Сэндс. О Лондоне здесь напоминают разве что проливные дожди. Правнук премьер-министра, которого по итогам опроса BBC на родине признали самым выдающимся британцем за всю историю страны, выступает с лекциями о историческом наследии сэра Уинстона, выпускает интернет-блог «Бюллетень Черчилля», написал книгу, которая выйдет в октябре. Это признание в любви — единственная фраза, которую 40-летний правнук Черчилля знает по-русски. Но сегодня она уместна. Памяти Черчилля посвящен вечер в Российском культурном центре Хьюстона, где в честь 70-летия Победы развернута выставка легендарного фотографа Самария Гурария, запечатлевшего исторические кадры встреч тройки лидеров антигитлеровской коалиции. Кстати, официальным представителем премьер-министра Соединенного Королевства на празднованиях 9 мая в Москве был дядя Джонатана, внук Черчилля, член Палаты общин Николас Сомс. Это была общая победа для всех союзников, их общие усилия. Мой прадед открыто боролся с коммунизмом, но гораздо в большей степени он противостоял нацизму. И когда Гитлер напал на Россию, она подумала, что она одна. Я думаю, Сталин был очень удивлен, когда мой прадед сказал: «Если вы хотите стать нашим союзником, мы будем этому очень рады». А за несколько недель до нападения он звонил Сталину, предупреждал, но тот ему не поверил. Мы, британцы и американцы, очень благодарны России за особый вклад в победу. В российской истории отношение к Черчиллю постоянно менялось. Позитивно восторженное времен перестройки и гласности и раннего Ельцина сменилось настороженным, если не враждебным, по мере возвращения обратно в СССР. На этот счет у Черчилля есть афоризм: народ, который забывает свою историю, обречен повторять ее вновь и вновь.
Фронтовиков и очевидцев войны остается все меньше, а в новейших учебниках истории этот политик прежде всего автор речи в Фултоне. Как убеждены в России, именно она, а не советская оккупация Восточной Европы и создание там прокремлевских режимов, положила начало холодной войне. В прошлом году, благодаря открытым архивам ФБР, мы узнали об обращении Черчилля к президенту Труману с призывом сбросить на Кремль атомную бомбу. Мой прадед неустанно боролся с коммунизмом, потому что считал, что люди при нем порабощены. Но смотрите, во время войны он разделял немецкий народ и нацистов, а после добивался возвращения немцев в семью европейских народов. Также он разделял русских и идеологию коммунизма. К сожалению, люди, подобные Сталину, ухудшили отношения к России в Европе, толкают страну назад в прошлое. США, Британии и нашим союзникам сейчас очень трудно доверять российским властям, но русские люди абсолютно фантастичны, прекрасны. И если нам придется с кем-то снова воевать, мы очень хотим, чтобы русские были на нашей стороне. Не уверен, что это касается властей, но обычных людей, безусловно. Никогда не сдаваться. Правило Уинстона Черчилля, которому он следовал со школьной парты, стало лозунгом для всей страны во время Второй мировой войны. В сегодняшней политике нам этого не хватает. Очень сильных лидеров, отчаянно смелых, с сильной верой и очень честных. Честных людей, которые не собираются нам лгать, которые верят в собственные народы. Вызов Черчилля. Так правнук премьер-министра назвал программу по самосовершенствованию и развитию в себе лидерских качеств. Он предлагает всем завести дневники, в которых отмечать поступки, связанные с проявлением храбрости, веры и честности. Главное, помните, никогда не сдавайтесь. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Специально для настоящего времени. Хьюстон, Техас. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с визитом в США. Сегодня его принимает в Белом доме президент Обама. На повестке дня среди других тем конфликт в Восточной Украине и агрессивная внешняя политика России. На этой неделе Россия отреагировала на военные маневры НАТО в Скандинавии с собственной 4-дневной проверкой авиации ПВО. Далее эфир из Праги. Готланд – крупнейший шведский остров, имеющий огромное стратегическое значение. Шведские военные утверждают, что в случае, если на Балтике начнется война, контроль над регионом обеспечит себе тот, кто сумеет захватить этот участок земли. Опасаясь расширения военного присутствия России в регионе, Швеция приняла решение постоянно разместить на Готланде военных. Солдаты маскируются и готовятся к бою с воображаемым противником. На острове Готланд проходят учения шведских резервистов. В Швеции боятся русских, и что они могут однажды на нас напасть. В прошлом году боевые действия велись на востоке Украины. Я, конечно, не думаю, что на нас кто-нибудь нападет, но всегда надо быть начеку. Готланд расположен в стратегически важной точке Балтийского моря. Восточное побережье острова смотрит на страны Балтии и Россию, а западное обращено к Швеции. Швеция не входит в НАТО, и в последние десятилетия военный контингент Готланда ограничивался несколькими сотнями резервистов. Но сейчас обороноспособность острова начала укрепляться. Если на Готланде разместить противовоздушные и противокорабельные ракеты дальнего действия, то отсюда можно контролировать все Балтийское море. Жители Висбю, самого большого города на острове, по-разному относятся к потенциальной российской угрозе. Кого-то эта тема беспокоит. Да, мы говорим об этом. В газетах постоянно об этом пишут. Так что избежать этой темы сложно. Другие же считают, что опасность преувеличена. Не думаю, что на острове нужны еще войска, потому что не считаю Россию угрозой. С точки зрения безопасности, шведские власти интересуют преимущественно восточное побережье острова. Командующий войсками считает, что укрепление обороноспособности Готланда – важный сигнал для жителей региона. Я думаю, это четкое послание как странам Балтии, так и Финляндии. Мы покажем нашим соседям, что на Готланде есть войска, и шведы тоже поймут, что мы думаем об обороне Готланда. Пока военные решают, как защитить остров, его жители все-таки надеются, что Готланд останется островком спокойствия в бурных водах Балтийского моря. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». В граничащей со Швецией и Эстонией в это время разрабатывают проект портативного подземного бомбоубежища. Время установки конструкции весом 2 тонны составляет всего 1,5 часа. Подробности репортажа Марии Яблонской.
На военном полигоне в Эстонии идут испытания подземного бункера. Местные и американские военные пытаются пробить 155-миллиметровыми снарядами портативное подземное бомбоубежище. Эта разработка эстонской компании Terra Mill весит 2 тонны. Для ее монтажа требуется экскаватор и минимум времени, рассказывает один из изобретателей конструкции. Установка вот этого модуля заняла около 1,5 часов, начиная с момента, когда мы начали вынимать ее из грузовика, и заканчивая этапом, когда все было укрыто и готово. Основной материал, использованный при создании убежища, пластик. Есть и другие, но изобретатели держат их в секрете. По словам разработчиков, модуль выдерживает удары с воздуха. Одна из бомб упала всего в 4 метрах от укрытия, и оно выдержало. Эта конструкция расположена на глубине 2 метра. Она разработана для защиты от гаубичных снарядов. Мы испытывали разные виды вооружений, начиная от пушек калибром 81 мм и заканчивая другими классами. Максимальный калибр, который она выдерживает, 155 мм. И, как видите, никаких повреждений. В этом модуле установлены 12 кроватей, но все меняется по желанию покупателя. Количество коек, например, можно уменьшить, и вместо этого разместить в убежище большее количество людей, генераторы, холодильники, все что угодно. Компания Terra Mill после успешных испытаний уже продала один такой модуль эстонской армии. Разработчики ожидают, что большим спросом их изобретение будет пользоваться на Ближнем Востоке. Его цена в базовой комплектации составляет 18 тысяч евро. При желании из таких модулей можно составить целый подземный город для защиты армии и населения. В Грузии, где сегодня отмечают День независимости, прошел военный парад, на котором были представлены новые образцы грузинского вооружения и техники. На параде побывал мой коллега Зураб Двали. В этом году, по замыслу властей, День независимости Грузии стал демонстрацией достижений государства в различных сферах, включая и оборонную промышленность. Перечень мероприятий, которые состоялись в Тбилиси, отличался от прежних лет большим разнообразием. От выставок и конкурсов до спортивных состязаний и костюмированных постановок, воссоздавших дух Первой Грузинской Демократической Республики. Все желающие могли принять участие в торжествах, увидеть выступления мастеров грузинских единоборств и ознакомиться с новыми образцами грузинского оружия и техники. Особый интерес вызвали бронемашины Дидгори, стрелковое оружие и беспилотник, также разработанный грузинскими военными специалистами. В нынешнем празднике участвуют и наши американские партнеры, впервые, кстати, со своей боевой техникой, после совместных учений, проходивших в Грузии. Ровно в 13:00 по местному времени началась и официальная часть праздника с участием военнослужащих элитных подразделений оборонного ведомства страны. После традиционной минуты молчания в память патриотов, погибших в различных войнах и конфликтах, состоялась присяга курсантов, давших клятву верности своей стране и народу. Мы празднуем сегодня этот день, помня всех тех, кто сложил голову в борьбе за нашу независимость. Мы их никогда не забудем. Но мы сегодня празднуем и будущие наши победы, а также победы наших потомков, которым жить в единой и сильной стране. В завершении военного смотра современные истребители украсили небо Тбилиси в цвета государственного флага. Сегодня же культурные мероприятия, связанные с Днем независимости, прошли и в других городах Грузии. Я предлагаю на этом закончить военную тему и передаю слово коллегам из Вашингтона. Традиционный ежедневный завтрак миллионов американцев – яичница – оказался под угрозой. Из-за пандемии птичьего гриппа в США куриные яйца могут стать не просто дорогими, но, в общем, дефицитным продуктом. Птицефермам 16 американских штатов уже пришлось уничтожить 40 миллионов кур, чтобы остановить распространение смертельного вируса. Продолжение темы в материале Вадима Оленичева. Для миллионов жителей США сытный омлет, приготовленный из свежих яиц с добавлением всевозможных овощей и мясопродуктов, неотъемлемая составная часть каждого утра. За $4-5 это популярное блюдо можно получить практически в любой закусочной. В то же время для большинства любителей омлет по цене в 2 раза превышающий обычную может стать шоком. Однако именно такой рост цен на куриные яйца предсказывают аналитики. Уже в ближайшие недели этот продукт питания может подорожать на 75%.
Ситуация очень серьезная, и я говорю это потому, что в прошлом мы не сталкивались с таким масштабным кризисом. Птичий грипп был распространен в Азии и в других частях мира, но нам впервые приходится иметь дело с кризисом такого масштаба, который грозит серьезно нарушить поставки яиц на потребительский рынок. Птичий грипп – чрезвычайно опасная инфекционная вирусная болезнь. Смертность среди заболевших птиц может достигать 100%. К счастью, в отличие от азиатской разновидности, в США этот вирус пока не передается людям. Тем не менее, в Канаде от этой болезни в прошлом году скончался 1 человек, и меры предосторожности должны быть приняты самые радикальные. Вот почему птицеводческие хозяйства сейчас вынуждены уничтожать сотни тысяч кур-несушек и миллионы яиц из-за боязни, что они могут быть заражены птичьим гриппом. Теперь нам требуется срочно найти нового поставщика, поэтому мы вынуждены заранее договариваться с разными фирмами, чтобы они закупали яйца у других фирм-производителей. Птичий грипп несет угрозу не только продовольственной, но и фармацевтической индустрии. Куриные яйца используются, например, при создании лечебных вакцин. Теперь же компании, выпускающие лекарства, вынуждены или останавливать разработки, или тратиться на содержание своего собственного поголовья птиц, чьи яйца пойдут на лабораторное производство. Большие надежды в борьбе с птичьим гриппом специалисты возлагают на приближение летнего сезона, так как при жаркой температуре вирус погибает. Поэтому есть основания полагать, что к июлю пандемию в США удастся остановить, и тогда можно будет вновь без труда заказать себе на завтрак недорогой и вкусный омлет. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Другая тема. 12-летний Кол Муран родился слепым, но это не помешало ему стать музыкантом. Хотя мальчик может учиться только на слух, он в совершенстве освоил игру на губной гармошке. Сюжет Джинсо. Коул и его отец часто играют дома. Когда Коул родился, Фрэнки, его отец, даже представить не мог, что это будет возможно. Когда он родился, я понял, что его глаза совсем другие, и мое сердце сжалось. Мой сын слепой. Фрэнки композитор, и он сразу заметил, что сын прислушивается к музыке и живо интересуется музыкальными инструментами. Когда мальчику исполнился год, он начал потихоньку подбирать по нотам песни на игрушечном пианино. Примерно в это же время мы узнали, что у Коула идеальный слух. Когда он ошибался в какой-нибудь детской песенке, он возвращался к этому месту и самостоятельно находил правильную ноту. Так мы поняли, что он осознанно относится к тому, что он слышит. С 4 лет Коул стал играть на губной гармошке. Примерно к 6-7 годам он уже подбирал мелодии, причем сразу, как он их слышал. У Коула проблемы с позвоночником, и каждые полгода ему нужна операция, по крайней мере, пока он продолжает расти. За последние 3 года он перенес 5 операций. И как бы ни было тяжело после операции, Коул продолжает каждый день заниматься музыкой. Счастье. Я его чувствую, когда играю. В прошлом году дуэт отца и сына занял 2-е место на ежегодном конкурсе музыкантов в их родном городке в штате Мэриленд. Отец и сын часто выступают в кафе городка Берлин, и их дуэт называется «Слепой ветер». Коул сегодня уже местная знаменитость. В конце апреля он выпустил свой первый диск. Это удивительно. С самых ранних лет он тянулся к музыке. Я очень рада, что он хочет этому посвятить свою жизнь. И я знаю, что музыка всегда будет приносить ему радость. Его возможности как музыканта безграничны. Я думаю, что Коула ждет блестящее музыкальное будущее. Когда Коул закончит школу, Моран планирует гастрольное турне с сыном. «Слепой ветер» полетит по всей стране. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Шахида, до встречи в эфире. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.